Вернемся, однако, в Россию. Если падение самолета – это во многом воля случая, а часто и просто злой рок, то постоянное отравление людей отходами промышленной деятельности к злому року отнести никак нельзя. Такое возможно только в том случае, если предприятия нарушают предписания, а власти смотрят на это спустя рукава. Между тем, только с начала года у нас вспыхнуло уже несколько скандалов с участием химических и промышленных предприятий. И больше всего удивляют даже не сами факты вредных выбросов или аварий, к этому мы уже давно привыкли, а именно то, что они повторяются очень много лет. При этом контролирующие органы рапортуют, что выявляют нарушения, выносят предписания, назначают штрафы, но все это почему-то никак не улучшает ситуацию. Почему же и чем это чревато, разбиралась Юлия Гробовская. 20 метров мучений каждый день. Елена Котелькова с трудом доходит от дома до колодца. Задыхается. В 46 лет она инвалид, бронхиальная астма. Однако всего 15 лет назад женщина была абсолютно здорова. Роковым шагом стал переезд в подмосковное село Воскресенское, расположенное рядом с химическим комбинатом Воскресенские Минудобрения. Дышать тяжело, очень тяжело дышать. Мы находимся в непосредственной близости от химического комбината, можно сказать, в черте его. То есть все запахи, все, что идет из труб, все идет на нас. Вот эта гора недалеко от жилых домов фосфогипс. Отходы того самого химического производства. Тысячи тонн. Еще немного, и отвал начнет расползаться, как детский куличик из песка. И расползаться он будет к Москва-реке. Полигон полностью исчерпал свои мощности. Это заключение многочисленных проверок. В целом же было выявлено порядка 100 нарушений в различных областях, в основном связанных с нарушением требований промышленной безопасности. Но опасный порошок везут и везут. Это может расползтись, а аммиак – это практически боевое оружие. Такое же оружие – мелкая фосфогипсовая пыль, которая висит в воздухе, оседает на землю, в воду, которую уже нельзя пить. Я вот живу в деревне, я вожу воду, и за 20 километров езжу за водой. Это нормально? Все колодцы загажены у нас, водой пользоваться нельзя. И в легких живущих здесь людей. Респираторные заболевания по нашему району идут в передовиках. Естественно, это состояние атмосферы влияет. А процент заболеваемости бронхиальной астмой у детей тем более высок. Воскресенский химкомбинат работает далеко не первый день. В 30-х годах прошлого века он был флагманом российской агрохимии. Да и потом работал вполне исправно, снабжал сельское хозяйство необходимыми удобрениями. Сейчас на предприятии закрыта половина цехов, оборудование изношено до предела. Но нового владельца завода Дмитрия Мазепина это, похоже, не особенно беспокоит. Хотя должно бы, считает бывший сотрудник предприятия, почетный химик России Андрей Норов. Этот завод расположен в центре города. И, естественно, условия производства, хозяйствования на этой промплощадке, они накладывают особую ответственность. Это хорошо понимали бывшие директора. А сейчас попросту пытаются под любым предлогом выдаить все, что можно. Комбинат «Воскресенские Минудобрения» входит в холдинг «Уралхим», к которому в последнее время все больше вопросов и у Росприроднадзора, и у Ростехнадзора, и даже у Следственного комитета. Так, в феврале на их же Кирово-Чепецком комбинате произошла серьезная авария с выбросом аммиака. 1 человек погиб, 1 получил увечья. Избежать более тяжелых последствий удалось практически чудом. Вердикт проверки: на предприятии не соблюдали технический регламент. По похожему пути планируют пойти в Воскресенск, внедрить в центре города, а именно там и расположен комбинат, новый и исключительно опасный способ производства фосфорной кислоты. Путь, основанный на термической технологии. Опасен он прежде всего возрастающим объемом вредных выбросов пыли и газа, в том числе фосфина. И город Воскресенск вполне может повторить судьбу легендарных Помпей, считает депутат Николай Фролов. Могут отравить город, и фактически он будет засыпан пылью и отравлен сероводородом и прочими газами, которые будут идти. Это же вреднейшее производство. Их всегда располагали вдали от жилых районов, от городов. Там же выделяется целый букет ядовитых газов. Там вплоть до синильной кислоты выделяется. Это вреднейшее производство, очень опасное.
Андрей Норов, в отличие от руководства предприятия, отлично понимает, чем может закончиться такое новаторство. Он уверен, спасти ситуацию могут только крайние меры. Мы не верим уралхимовскому руководству и боимся его, пишут сотрудники воскресенских минудобрений в открытом письме в администрацию президента, депутатам Госдумы, членам Общественной палаты. Руководство предприятия говорит, что все замечательно, мы развиваемся, мы расширяем линейку продукции, у нас все великолепно в перспективе. Но я, проработав 20 лет на химкомбинате, могу сказать, что химкомбинат сейчас находится в плачевном состоянии. Ситуация эта для России, к сожалению, не уникальная. Вот шокирующие данные, которые собрал эколог Алексей Яблоков. В 2004 году в России по экологическим причинам погибало преждевременно 492 тысячи человек. 492 тысячи. Это в 10 раз больше, чем гибнет на дорогах. Это в 10 раз больше, чем гибнет от пьянства. Это в 5 раз больше, чем гибнет от наркотиков. А вот, кстати, исследование академика Яблокова именно по Воскресенску. Здесь, значит, табличка. Некоторые видны загрязнения атмосферного воздуха, превышение. Вот розовым, этим оранжевым Воскресенск. Посмотрите, он на каждой строчке. Это и бензопирен, и диоксид азота, и аммиак, и водород. Вот, пожалуйста, в Воскресенском районе превышенный ПДК по литию, по свинцу, по кадмию, по марганцу, по меди, по азоту аммониевому, по микробному загрязнению. Ну, вот, пожалуйста, вам. Что это может означать для человека, который... Да что означает? Смерть, дополнительная смерть, дополнительная заболеваемость и смертность. С такой же проблемой сталкивались во всех развитых странах. В Англии была опасна даже вода Темзы. В Японии загрязнение воздуха вызывали специфические заболевания людей. Но проблемы удалось решить благодаря жесткой позиции правительства. Теперь на охрану окружающей среды там выделяют приличные деньги. 1,5–2, а в Японии даже 5% от бюджета страны. А владельцев подобных опасных производств обязали быть более ответственными, иначе такие санкции, что мало не покажется. У нас же эта сумма едва дотягивает до 0,1%, а уж об ответственности. Пока это только на совести владельцев, но мизерные штрафы никак не способствуют ее пробуждению. Юлия Гробовская, Ирина Мужикаита, Александр Федоров, Николай Ефимов, Сергей Фельчагов. Аналитическая программа «Постскриптум».